искусственных трактора, добра, уважаемые земляки, я глубоко тронут вашим вниманием и добрым отношением ко мне, вашей высокой и уважительной оценкой моей деятельности, моего жизненного пути. Сердечно благодарю вас за теплое участие в этой очень важной для меня встрече. Спасибо вам. Сегодня, воскресая памяти прожитые годы, я не могу представить для себя иную жизнь, иной жизненный путь, иную судьбу, чем те, с которым я пришел на эту встречу. Ведь иная жизнь – это иной человек, потому что жизнь каждого человека уникальна, и никто не в силах повторить его. Я благодарен всем, кого повстречал на своем жизненном пути. Каждый из них так или иначе помог мне лучше увидеть мир, познать его во всей полноте и многообразии, испытать на себе добро и зло, пошутить остроту и радость жизни, и найти ее смысл, наконец понять самого себя. Себя я отношу к поколению людей, которые работают и мечтают всю свою жизнь, никогда не довольствуются достигнутым в своем постоянном стремлении сделать мир и самого себя лучше, радость всем людям. Этому я всегда учился у нашего современника Дмитрия Павловича Сивсева-Сурмалгана, великого якутского старца, прожившего в трудах почти 100 лет и покинувший нас земной жизнь лишь после завершения своей грандиозной работы по переводу Нового Завета на якутский язык. До своего последнего дня он увлеченно работал и делился с нами своими новыми творческими замыслами. Он учил нас никогда не тосковать о прошлом, даже если это был золотой век. Он учил нас жить настоящим и будущим своего народа. Сурмалган учил жить так, чтобы не умирать, как живет и будет жить вечно наш народ. И поэтому каждому надо спешить жить, спешить делать добро, нести миру и людям радость. В этом я вижу смысл и назначение человека. Вспоминая стихи Алексея Алексеевича Кулаковского, его спор между умом и сердцем. Если же о будущем мы не подумаем, никто за нас не подумает. Если достойной жизни мы не устроим, никто ее за нас не устроит. Если мы якутами-уранхайцами не будем, никто за нас ими не будет. Если мы надежного потомства не вырастим, то и якутского племени на земле не будет. Прошу простить меня за столь вольное выступление, откровенно о сокровенном, чтобы утомлять ваше внимание деталям моего весьма насыщенного событиями жизненного пути. Напомню только, что я родился в тяжелое для нашего народа время. Шел 1937 год. Рубежный год в судьбе всей страны. Завершилась индустриализация, победила культурная революция, на стадии завершения находилась коллективизация. С другой стороны, достигли апогея массовой политической репрессии. Страна находилась в преддверии мировой войны. В 1937 году был арестован Максим Кирович Амосов. Благосостояние народа, конечно, оставляло моя супруга Дора Никитична.
Космеса. Джоджо. Ангаласам она подарила Красному ручею великолепный лагерь, построенный за счет фонда «Дети Азии». Так, внучка – это дочь Ольги Михайловны, Костюшка Екатерина. Она студентка 4-го курса Московского медицинского института. Вот. Дальше Михаил Максимович Николаев. Это сын, единственный сын моего сына. Вот. Он в 10-11 классе нынче учится в одной из московских школ. Сделал великолепный подарок дедушке. Он занял первое место в международной олимпиаде по химии на английском языке. Второе место по биологии. Правнучка Елена Анатольевна. Это дочь Ольги Михайловны Марии. Так, она учится в каком классе? 6-м, да? Смотрите, Леночка. 7-й. А? В 7-м классе. Где? Так. Дальше у нас самая младшая правнучка. Оксана Мария, это честь бабушки Марии Михайловны. Я хотел бы несколько слов сказать о наших дальнейших действиях. Благодарить простых, близких к сердцу, простых кангаласов. Я никогда не забуду ту теплую встречу, которую мы оказали, начиная с Юга. Огромное количество людей вышло, поздоровались, помахали, пожелали. Это очень трогательно. Это простые люди, без всякой команды, из чистого сердца выразить свою благодарность в отношении меня. Конечно, такой подарок, такое внимание никогда не забудется. Я обязан, пока жив, оплачивать это своим отношением к ВУЗу, оказывая советы, помощь и так далее. Я, что в моих силах, буду это делать и делаю. Спасибо за внимание.